Возвращаясь к теме депортации, принудительному переселению были подвергнуты многие народы. Боль отчуждения испытали на себе и балкарцы. Около 40 тысяч человек 8 и 9 марта депортировали в Джамбульскую и Южно-Казахстанскую области. И сегодня со словами поддержки ингушскому народу выступили представители этой национальности. И братья-войнахи, чеченцы и ингуши, 80 лет тому назад, 23 февраля, весь войнахский народ волей приспешников сталинского режима был вырван с родной земли. В то время, когда славные сыны народа на полях сражений Великой Отечественной войны мужественно защищали нашу родину, их семьи, где были старики, женщины и дети, были погружены в товарные вагоны и насильственно депортированы в Среднюю Азию и Казахстан. Ровно через 2 недели такая же участь постигла и наш народ. Но несмотря на обрушившиеся тяжкие испытания, наши народы не были сломлены. Мы, балкарцы, помним, как в тяжелые годы изгнания делились хлебом с чеченцами, ингушами, карачаевцами и другими народами. Годы депортации только сплотили и сблизили нас. Несмотря на лишения, чеченские и ингушские народы не озлобились, а достойно сохранили свое место в братской семье народов российского государства. Одна страна, один Кавказ, одна судьба навсегда сплотили нас. Мы уверены, что и дальше мудрость наших народов будет способствовать единству нашей великой Родины. Мира и добра вам и всему нашему Отечеству. А сейчас Хазар-Хажи, Хади Республики, сделает дуа для наших чеченских и ингушских братьев и сестер, которые безвременно ушли из жизни в годы насильственной депортации. آمين. اللهم لك الحمد اللهم صل على محمد اللهم اغفر لهم وارحمهم اللهم وسعهم خلاقهم اللهم ان كان مسلما فبإحسانكم اللهم ان كان مسلما برحمتك يا ارحم الراحمين. الفاتحة.